видел. И только в похорон увидел. И потом, после похорон, кстати, мы жену, когда похоронили, все на поминку уехали, я к бабушке заехал, мы сидели, чай пили, с дочкой вышли в магазин, вышли, гуляли. Ну вот кто скажет, что я вот за рамка законодательства поступил? Всегда дочке помогал. По поводу лишения отцовства я там увидел, что кто-то хочет мне отцовства лишить. 3 или 4 пункта, которые лишают отцовства, я ни по одной не попадаю. Потому что жил с ними, помогал, деньги отправлял. Психологическое давление с моей стороны ребенку вообще не было. Это только они ее вот давили. Что вот с папой не разговаривай, папа у тебя вот такой, плохой. Почему я к бабушке зайду, она дверь закрывает, а выйду на улицу, она мне говорит, папа, можно через окно подойдешь? У меня видео есть, я буду разместить, увидите. Вот, сделайте выводы. Виктория Юрьевна не имеет права воспитать мою дочь. У нее очень плохая характеристика в свой школьный возраст. Лично ни одной родитель, вот хороший, нормальный родитель не хочет, чтобы вот ее дочка, например, да, как Виктория Юрьевна, чтобы в школу ходил с татуировкой, проколотый язык. Я, конечно, 100% против, чтобы она воспитала мою дочь. По поводу воспитания бабушки, у меня есть голосовые, где я предлагал им, что пусть сначала у вас будет жить, но я потом все равно его под свое воспитание возьму. Они уже начали ребенку настроили против меня. Но я думаю, что тут закон есть закон, суд есть суд. Я мог бы не доказывать никому вот это все. Но просто смотрю, жизнь у нас очень волна идет. Идет. Поэтому, пожалуйста, сделайте выводы. Ладно, я был бы такой отец, который сделал ребенку, пошел. И после смерти жены приехал, вот дайте мне ребенка. Вот все фотографии я вам показал. Поэтому, пожалуйста, вот любой информацию, мы же люди, у нас голова, у каждого есть свое мнение. С любой мнение надо анализировать. Почему прежде чем разместили вот этот пост, ни одной корреспондент не связывался со мной, чтобы подтвердить вот эту информацию. Это реально так, кроме Петр. Кстати, я не знаю, что за общественник Петр. Отчество он мне не говорил. Но единственный, порядочный. Ну, он по разговору, он из местных. Но вот единственный, кто анализировал вот эту ситуацию, спрашивал мне, и посмотрел это, вот это Петр, я не знаю, это что за общественник, но очень хороший человек, видимо, ну хотя мы по телефону общались. И немножко по поводу бабушки хочу сказать, бабушка у нас хорошая, мы хорошо общались. Вот именно Виктория настроила все родственников против меня, чтобы на это ребенка заработать денег. У них целый день. Как деньги заработать, как ребенку сирота оформить, чтобы Вика была единственный наследник в этой ипотечной квартире мамина. И потом опекунство, чтобы какой-то родственник оформили. Мы с Германом очень хорошо общались. Жал все это. Я вот все это с 2000, уже когда, ну, после... Как дочка родился, мы с ними начали общаться, да, вот с родственниками жены. Но мне жаль все это время, которое мы на самое короткое время, могу сказать, просто плевали и ушли вот на все это общение.
Мне помощь надо было, я у Германа спрашивал. Германа надо было, он у меня спрашивал помощь какой-то там. Инструмент, да, или что-то там по финансам, тоже помогали друг другу. Куда-то возить. Вот жаль все это. Ну, бабушка, все равно я извиняюсь при бабушке. Я в состоянии, в котором сейчас бабушка находится, я это понимаю, потому что самые сложные, самые тяжелые ситуации для любой родителя — это похоронить при своей жизни свои дети. Я извиняюсь, может, где-то что-то не так выразил в сторону бабушку. Но вот именно эта бабушка Вика настроила против меня. Мне очень хорошо. Я любое время зашел к ним домой. Она мне варенье, там ладышки. Еще варенье мне с собой дала. Там, ну, забери, дома будешь. Жаль все это. Именно Виктория Юрьевна. Так что все это вот то, что факт, который я вам предоставил, это ответ на этом пост. Пожалуйста, сделайте выводы в лучшую сторону. Виктория думает, что она самая умная, и вот вас воспользует в этой. Дорогие комментаторы, может, не знаю, все россиянам, я думаю, что уже в России этот пост комментирует, это все полное вранье. Полное вранье. Вот все доказательства. Я от себя ничего не говорю. Все, что есть. Фотки показал. Ну вот, заканчиваю видеообращение. Извиняюсь перед всем народом, если кому-то я что-то обидел, кому-то что-то, может, что-то не так говорил, сделал. Но я думаю, я все правильно сделал. Всегда помогал. Я вот квитанция со Сбербанка есть. Потом по поводу органов опеки мне жестко проверяли. Все мои данные с отделения полиции, характеристика с нашей диаспоры. Нарколог я прошел. Все мне жестко органы опеки проверяли. Я все прошел. Психиатры мне отправили. Там вы обвиняете органы опеки. Органы опеки, они очень хорошо работают. И анализируют ситуацию. Вот именно. Мне вот, и мы были по правам человека с юристом. Вот их мнение вообще. Вот было бы все такие. Не было бы вот это резонанс межнациональный. Ну, это потому что там одни таджик. Не, да, отец Светлана. Она же тоже по крови таджичка получается. Она, Виктория Юрьевна, здесь обижает мою дочку, Светлану Бахадуровну. Она тоже наполовину таджичка. Она не уважает свою сестру. То, что она затеяла, это все расстелано на деньги. Где, как деньги зарабатывать. Потому что деньги, которые собирали на похорон, она сразу где мамина квартиру ремонт затеяла, и там и живет. Хотя до 40 дней нельзя, где покойный жил, там нельзя там навести, ну, ремонт сделать, красота наведет. У Виктории Юрьевны одна мысль. Как присвоить эту квартиру мамину? И вот деньги на похорон закончилось, вот народ мне помогите. Вы еще деньги дайте ей. Собирайте деньги, деньгами помогите ей. Она типа я самая умная, и народ вот давай. Поэтому не сделайте так. Выводы спеша не делайте. Ну, еще раз я извиняюсь только перед бабушкой. Да, бабушка была время, смотрела за нашу дочку, когда мы куда-то вдвоем поехали.
Так что, бабушка, извиняюсь. Я приду к вам еще. Светик будут жить и у вас, и у нас. Прости меня, пожалуйста. Только бабушка. Ну, я с Герман, если он мужик, есть мужик, мы найдем общий язык. Я не говорю, чтобы ребенок жил только у меня. Пусть будет у них, пусть у меня. Но главное, чтобы никто не препятствовал. Ну, все, бабушка, еще раз извини. Я еще раз заеду к вам. По-прежнему мы найдем общий язык. И потом забыл сказать, почему ребенку мы забрали в реабилитационный центр. Вот сами нейтральные территории, которые я могу восстановить общение, которые вот мы буквально потеряли месяца назад с дочкой, хочу восстановить на нейтральной территории. Так что еще раз извиняюсь перед всем, кто, если вдруг вот этот пост кому-то задевал, ненавидят, типа ненавидели таджиков. Это все вранье. Неужели папа всегда помогал и нету его? Вот фотки. Именно Виктория Юрьевна 25 сентября, буквально неделю назад, за поминка она просила 5000. Я сказал, хорошо. Это о чем говорит? Значит, она врет. Ну, цел у них один. Как деньги зарабатывать. Вот эта тетка откуда появился у них, чтобы я хочу опекунство оформить. Я не знаю. Я не говорю, чтобы дочка не жила у бабушки. Пускай будет у бабушка. Вот сейчас карантин. Пускай будет у бабушки. Я бы не против. Но когда она в школу едет, конечно, я хочу, чтобы было у меня. Мы уроки сделали, в школу возил, привез. Я тут думаю, ничего плохого нету. Поэтому, ну, до свидания. Всем, кто увидит этот пост, это видеообращение, сделайте выводы своего, пишите в комментарии, буду учить.